Жители села Кванки просят помощи у Владимира Васильева. Мы, жители села Кванки Шаройского района Чеченской Республики, обращаемся к новому руководству Республики Дагестан, Владимиру Васильеву, с просьбой, чтобы уделили внимание на проблемы нашего села Кванки, так как мы тоже дагестанцы, аварцы. Селение Кванки находится в изолированной долине вдоль речки. Протяженность нашего селения 8 километров, а живут здесь около 3000 человек. Основные наши проблемы в селе – экономические и этнокультурные. Если бы у нас была автомобильная дорога в сторону Цеумадинского района, то мы бы могли ехать в райцентр Аквалии и в Ботлих для того, чтобы приобрести товары первой необходимости, а также продать мясо, сыр и другие продукты нашего хозяйства. И еще одна наша проблема – ассимиляция. Через 50-60 лет мы можем полностью ассимилироваться среди чеченцев, потому что у нас вокруг живут чеченцы. Продавать или купить товар приходится нам ехать в чеченские села и города, потому что автомобильные дороги имеются только в сторону чеченских районов. К тому же наша молодежь женится на чеченках или выходит замуж за чеченцев. Учитывая, что у жителей села Кванки язык не литературный аварский, а чемалинский диалект, чеченский язык дети иногда знают даже больше, чем аварский. С каждым годом чеченских невест становится в селе больше, что также влияет на языковую ситуацию в селении. Но если построили бы автомобильную дорогу между Цеумадинским районом и селением Кванки, то активизировались бы связи и с Аквали, Ботлихом, куда ехали бы не только для торговых целей, но оживились бы культурные связи, браки и так далее. На сегодняшний день приходится желать лучшего, ведь мы ассимилируемся в языковом плане. У нас в селе уже много таких, у кого мать или бабушка чеченка, и дома вместо авара чемалинского языка разговаривают на чеченском языке. И еще 150 лет тому назад в селе Химой, который сейчас райцентр Шаройского района, тоже говорили на аварском языке. Но сейчас это уже чеченское селение, и мы не хотим, чтобы наши внуки и правнуки повторили их судьбу. Ведь долг каждого народа – беречь свой язык и культуру. Ввиду обозначенных проблем, есть просьба к новому руководству Дагестана, Владимиру Васильеву, чтобы существующая плохая автодорога Аквали-Кванки была расширена, улучшена и доведена до качества, которое позволит нормально функционировать круглый год.